13-й съезд писателей Абхазии начался с возложения цветов к памятнику основоположника отечественной литературы Дмитрия Гулия. Затем писатели направились на набережную Махаджирова дать дань памяти народному поэту Абхазии Баграту Шинкуба, а также почтили память героев, сложивших головы в освободительной войне народа Абхазии в парке боевой славы. Съезд проходил в стенах Государственного музея имени Дмитрия Гулия, а начался он с минуты молчания в память коллег, которые ушли в мир иной, оставив народу Абхазии бесценное наследие в виде своих произведений. С итоговым докладом выступил председатель Союза писателей Абхазии Анзор Мукба. В своей речи писатель отметил, что за прошедшие годы была проделана большая работа, и абхазская литература не стоит на месте, она развивается. За вклад в отечественную литературу ряд писателей стал лауреатами премии имени Гулия. Активно издавались книги писателей прошлых лет, исследовательские работы. Но в государственном издательстве, помимо активной работы, существует и ряд проблем, отмечалось на съезде. Есть проблемы, они связаны с помещением, в котором мы сидим. Есть обещание, что будет ремонт. Нам надо будет пересмотреть наши планы, потому что мне кажется, что надо немножко изменить нашу стратегию в издании художественной литературы. Об этом мы будем говорить на той неделе, когда соберется издательский совет, чтобы утвердить план на будущий год. Есть какие-то задумки. Я думаю, что если мы сможем это осуществить, мне кажется, надо немножко подкорректировать наши планы, количество издаваемых книг и так далее, авторов. И в количество превратит в качество, чтобы все же читатель получал добротную литературу. Не только в полиграфическом добротном исполнении, но чтобы и в текстовом тоже это было добротно. Готов к выходу в свет ряд библиографических работ. На страницах российских изданий, таких как «Форум», «Поэзия», «Русское эхо», «Литературная газета», появились произведения народного писателя Алексея Гогуа, поэтов Терентия Чания, Гунды Сакания, Вахтанга Абхазо. Не может не радовать и тот факт, что в Абхазии растет достойная смена на литературном поприще. Молодежь активно участвует в различных российских форумах, издаются их труды. К счастью, есть, может их не так много, но есть немало для масштабов для нашего государства, немало одаренных молодых людей, которые всерьез, на мой взгляд, нацелены на то, чтобы посвятить свою жизнь литературному творчеству. Среди них есть разной степени одаренности, разумеется, но это естественно. Но есть очень одаренные, есть менее одаренные, но тяга к литературе, к слову, это отчетливо проявляется, это очень хорошо, это замечательно. Наблюдается активное взаимодействие литературных кругов не только между Абхазией и Россией, но и с зарубежными коллегами. При меценатстве Беслана Будба на сербском языке была издана антология абхазской поэзии, в которую вошли стихотворения отечественных поэтов. Благодаря члену Союза писателей Абхазии Артавазу Саритяну на страницах одного из ереванских альманахов появились произведения абхазских писателей, переведенные на армянский язык. Это не единственная книга, вышедшая за последние годы в Армении. На армянский язык также был переведен и издан знаменитый роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших», роман Даура Начкебия «Берег ночи» и другие произведения. Буквально 10 дней назад в Ереване вышел альманах «Литературный Амшен». Хорошее издание. По госзаказу альманах вышел. В этот альманах включены произведения наших армянских авторов, проживающих в Абхазии. А вторая часть полностью состоит из произведений абхазских авторов в переводе на армянский язык. Опубликованы рассказы Мукба, Анзора Мукба, «Дорога длиною в жизнь», Когоня Валентина, «Одинокий волк», «Ошибка минера» Виталия Шария, стихотворение Владимира Зонтаря, Станислава Лакоба, Сергея Агындия и других авторов.
После обсуждения итогов работы членов Союзов писателей Абхазии приступили к процедуре избрания нового председателя. Кандидатур было 2 – Гунда Сакани и Вахтанг Абхазу. В итоге большинством голосов в результате тайного голосования председателем Союза писателей Абхазии был избран Вахтанг Абхазу, сменив на посту Анзора Мукба. Секретарем Союза избран Даур Начкебе, редактором журнала «Алашера» утвердили Анатолия Лагула, на журнала «Амцевс» Инну Хашба. На Алакове Роберт Ломия, Абхазское телевидение.